Забор великий штуна, саса штунизика пачкерхаз, тоз бокара. Ядгалачис, зангалачис. Бокарланан за бокарва, ада пакетра. Пакета тозу язук элвнила. Конечно, с этим элевиз, фабрика закрыватна пакет и морозилка тоже. Подход не могу сошельницать, как свежий архиз. Куда он зачем ломаться, зачем габур? Нормально. Хазочка сядется муксу. Ну, конечно. Сейчас чьи-то да, рецепты? Например, чекарова, свежий чекар, серкер. Хотсузвавах тут собара уберверин, амжзачко, ишлемишеш зачко. Я начинаю их резать, и это тон пакет рацик звали. Когда нужно. Аладарна? Свежий, хотсус чекар. Свежий, хотсус чекар. Калиуна, бургада с морозилкой. Серкер или серкер, плюс серкер очень габур. Пещерный голос. Кчарник Илья тоже водил. Морковку, и морковь через мясорубку пропускаю, или через эту терку. И нала тоже водим холодильник-то. Лук это вообще за если уже есть, попробовано вообще сложить. Виноград от Налбанка, виноград. На собственном соку получается. Вот, передайте, вот. Можно? Да, вот это виноград. Это виноград на собственном соку получается. Я от анаргазу закатул деке, песок-то никаких. Вот даже песок чуть-чуть, наверное, это с под литр диса стекло 2 песок вязаться, обвязать уж. А им аканы, им компот хиса и ержезу. Можно и так даже, оно вообще сладко-приторно получается очень вкусно. Газовала продукт, это нету, использовать зачем. А рекана и налайка, говорит, теперь сок-то. Вот сейчас я тоже вспомнила, может многие делают его, пятерочка называется. Там 5 видов ягод. Вишня, черная смородина, красная смородина, крыжовник и малина. Тоже натирается в свежем виде. Очень вкусно тоже это. И вот здесь, как Индира сказала, я тоже заготавливаю зелень тоже. Промываю любую зелень. И петрушку, кинзу, укроп. И тоже обязательно надо чуть подсушить, а то они сгниют. Вот посушить на бумажной салфетке. И потом вот нарезать и в морозилку. Очень помогает. Вот зимой готовые витамины. Сегодня у нас в гостях Гусиналиева Гуля. Я ей слово предоставляю, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие гости, друзья. Я хочу вам рассказать рецепт огурцов. Тут, когда мы переехали, тут так не делали огурцы. Вот. Огурцы, это я не варю, так не стерилизую, ничего не делаю. Я, например, банку можно хорошо обдать кипятком и туда сложить все, как складывать. Обязательно листья хрена должны быть вот, в огурцах. Укроп, там чеснок, и, там перчик, горошек, там все это складываете, укладываете вы. Я заливаю кипятком, вот, и это самое, и оставляю, пока не остынет банка сама. Потом или хотите этот же кипяток, или можно, если вы знаете, сколько налили. Короче, на 3-литровую банку я беру, например, 3 столовые ложки соли беру, рассол, и 1 столовую ложку сахарного песка. Вот. И этот рассол, когда я заливаю уже, и потом неполная десертная ложка вот уксусной эссенции, и закатываю. И они хрустящие и хорошие также. Также вот, например, помидоры закрываю. Только помидоры уже я ложу 3 соли и 2 сахара ложу. Вот. Ну, я не стерилизую я его. Просто один раз так же, как огурцы, заливаю кипятком. А пока не остынут они, минут 40 получается где-то, летом чуть дольше.
Это самое. Потом сливаю, и вот рассолом заливаю на 3-литровую банку 3 соли, 2 сахарного песка я делаю. И также и десертная ложка уксусной эссенции закатываю. Ну и листья также, ну мы листья в банке закатываем. Чайную ложку соли я набиваю, например, литровую банку и заливаю кипятком. И соль чайной ложкой. Стоят, достаешь, они тоже как будто только свежие листья. Ну, так можно много рассказывать, конечно. Вот. Ну, надеюсь, все знают тоже. Вот. Дай Аллах, чтобы всем это, что приготовили, все на радости кушали, самое главное. Вот. И на хорошие события открывались и все наши заготовки. Ну, разные, разнообразные все рецепты. Я очень люблю, например, это голубцы из баклажанов. Баклажаны, перцы, помидоры. Но зимой, как вы знаете, правда, иногда вот появляются баклажаны, но хочется вот наши, такие местные баклажаны. И я уже 2-3 года их тоже замораживаю. И немножко нарезаю их, это замачиваю соленой этой, чтобы вот эта вся ушла горечь.
Я, правда, не знала, что и виноград замораживают. Я как-то, когда была у старшей сестры в гостях в Махачкале, я вижу, у нее все время на столе зимой компот из винограда. Я говорю, так много ты готовила виноградный компот? Она говорит, да нет, я заморозила их. И так очень хорошо получается. Вот Изабелла, по-моему, был виноград. Консервированный, замороженный. Да, и вытаскивают, и в это время варят компот. Сильно даже не варят, честно говоря, вот так кипятком чуть-чуть вот так, чтобы какие-то витамины сохранились там. Очень вкусно. Вот я в этом году хочу попробовать это. Я в том году первый раз закрыла компот из Молдовы, черная Молдова. На ура компот. Вообще только успевали Они очень приносить. душистые бывают. И до такой степени приятный цвет был. И это самый вкус. Свежий. Да, такой вообще бесподобный был. Вот, Я черная Молдова. титовники замораживаю, титовники. Тутовник? Сейчас маленький пакетик. А я недавно пробовала гранатовый компот. Из зернов граната. Мне было очень интересно. И вкус был как у натурального гранатового сока. Пакетов хороших. Да, нам И интересно как стало. готовится? Все зернышки она отделила, почистила, перемыла. И как обычный компот заливает, да, и стерилизует. Но было интересно на самом деле. Но вот такого я не пробовала. Я гранатовое варенье Просто делаю. доводят до кипения, снимают, потому что оно содержит большое Да. количество железа, Да. не надо так сильно варить. А я вот долго нюансы нельзя, в том, да, я варить не его? знала, я не Ее спрашивала. надо просто довести до кипения и сразу снять. Ну, наверное, так и Я делают. всегда делаю. Мы в этом году сделали из грецких орехов варенье, из грецких. Из зеленых, из зеленых. Это что-то, конечно, она возилась, я бы не смогла. 2 недели надо менять воду. Каждый день по 5-6 раз. Это тяжелый. Грец. Да. И потом еще в его и в звездке, в его и в этих, как в квасцах. Это все хорошенько надо промыть, короче. А у нас знакомая, она, и кто-то сказал, она взяла, сорвала эти ягоды и сделала сразу. И, конечно, разница из торта, его есть невозможно, там же и живой йод, его не съешь так. А это приятно кушается. И необычный Первый вкус, год. необычный Да, вкус, да. наверное, получается. Да. Ну, во-первых, считается в Азербайджане это деликатес, варенье из грецких орехов. Мне Первое кажется, она место. тоже трудоемкая. Процесс, Да, вообще. Даже развод. Я видела недавно. Самый главный результат Я делала тонкие интересный. медицинские перчатки, они не выдержали. У меня вот Порвались. 2 недели мне стыдно было на работу ходить с такими О, руками. обожгли, да, эти руки? Да, почему Китайцы. руки, да. Но следующий там, вот там этап, второй этап, когда я одела снизу медицинские, сверху потолще перчатки, потому что она прям проедает насквозь. А на Вот вкус её. как они вообще? С чем На схожи? вкус, ну, очень вкусно. Я даже не могу Они как объяснить. грецкий орех ощущаются? Грецкий орех, там внутри вот так чуть-чуть, он молодой же, это до определенного периода, я вот не знаю, как здесь обычно, до 20 июня. То есть как можно определить? Можно использовать орех Мы с ней зеленый гуляли и рвали Света. для варенья. Ты берешь зубочистку, если она насквозь протыкается, то значит там еще скорлупа мягкая. Это где-то в апреле, по-моему. Нет, это уже май, где-то даже июнь. Июнь. До 20 июня обычно. Если протыкается, то свободно можете готовить с нее варенье. Если у вас хватит сил, времени. Терпение. Она с работы звонит, вы воду меняете? Я говорю, Потому меняю. Вот определенно это, да, там. Я вот лично из ореха сделала в прошлом году. Маленькие, вот как раз маленькие зеленые. Пополам разделила их, положила килограмм на килограмм песка и сварила. Такой вкусный варенье получился. Да. Я, честно говоря, тоже нет, интересно. там не так, там просто все это очищается. Я недолго даже варила, чтобы это, как 5 минутки, чтобы сделать. Как через 5 минут. Я, честно говоря, такое Сварила. не ела и не могу сказать. Скорее всего, если вы говорите, значит, оно тоже вкусно. Просто вот этот процесс, он более А сироп трудоемкий. какой был у вас сироп? Сироп просто, немножко Тёмный? водички, да, темного. Ну, светлого, это чуть-чуть розоватого так.
Они темные, да? Не, А не там темные, получается нет. темный, да? Нет, нет, оно светлое. Светлый получается. Вообще, в принципе, так вот, кто так сильно не вымачивает его и так столько не возится, у них более темный сироп, он такой поэтому темного спасибо. шоколадного цвета. Но У так вас как более прозрачный. Да, он более прозрачный. В нем эти вот черные орехи. черные орехи. Хочу предоставить слово Рамазановой Ирине. Пожалуйста, Ирина. Спасибо. Я хочу поздравить вас, девочки, женщины, с этим замечательным днем, с этим красивым праздником, днем любви, семьи и верности. Что хотела сказать? Это важнейшее качество, которое доступно абсолютно каждому. Вот, и стоит только захотеть. Мне кажется, без семьи мы были бы пусты, одиноки, обездольны и просто бы блуждали по планете. Ведь правда? Вот, поэтому я желаю вашим семьям, пусть живут в ваших семьях, будет лучше так сказать, радость, счастье, взаимопонимание, поддержка, любовь. И пусть эти чувства друг к другу не тускнеют. Вот. Ну а что касается заготовок, раньше как-то заморачивались, ну, все мы женщины знаем, варили подолгу. Ну, я считаю, что этот процесс варки, он разрушает витамины. Поэтому по 3-4 минутки я варила варенье и как бы оставляла. Вот оставляла до полного остывания, потом обратно. И вот за раз варенье, можно сказать, приготовлялось где-то 3-4 раза, и все хватало. Вот. Ну, я за ПП, как-то говорят сейчас, за правильное питание. Я всем люблю меру. Мало сахара, мало соли, мало перца, в общем, мне вот так. Вот. А так, за это время, время пандемии, вот, когда мы сидели уже дома, вот, уже попроще, я уже стала все закидывать, ягоды, малинку, клубничку. У меня дети любят и вот это, мороженое добавить, и что-то там приготовить, смузи, желешки в торты, пироги, прям шикарно. Чуть-чуть можно оперировать через блендер, ну, кусочек, смотря какая ягода, да, там клубника, можно малинка, вот, смородина, ежевика, и остальное, как бы, ну, перемешать с сахаром, и все. И еще я люблю это засушивать. Я в прошлом году, не только я, мы дома с семьей, у нас есть кишмиш, виноград, и мы его сушили. Сначала своим аппаратом, а потом решили купить. Так все-таки лучше было бы. Вот. И после этого я изюм не беру. Не беру, он мне реально понравился, этот сорт кишмиш винограда. Вот. Хоть к чему, хоть к чаю, хоть к заготовке, что угодно. Поэтому вот так. Ничего такого сложного, но все просто. Очень интересно было Ирину послушать, я с тобой согласна. Я тоже люблю это, меньше песка сахарного, меньше соли, тоже согласна с этим. Поэтому в последнее время, например, тертое я делаю только замораживаю, потому что там совсем мало надо сахарного песка, а там, конечно, больше. Я очень люблю удивлять своих внуков. Они приезжают и думают, что-то интересное им сделать. Как-то мы ездили, вся семья, внуки, дети, ездили отдыхать. И нам как-то после еды нам принесли мороженое. Вы не поверите, там ничего не было. Вот кружочек мороженого, 2 лепесточка и 1 ягодка. Сказали 150 рублей. 1 порция. Ой, я говорю им, я вам такое мороженое сделаю летом. И вот я вот эти ягоды тоже замораживаю. Специально купила такие красивые эти на ножках. Вот я им делаю такие интересные мороженые, разные. Правда, вот эти тоже, вот я забыла, вот листья тоже можно заморозить для чая. Листья черный смородины. Черный, правда, немножко не всем подходит, он немножко сгущает кровь черной смородины, красной смородины. Усталость убирает, да? Для суставов. Потом вот листья малины очень полезно. Вот любые вот эти листья, вот сейчас можно уже собрать, вот в июле желательно, вот тоже заморозить. Пожалуйста, еще кто хочет выступить, девчата, какие-то свои рецепты интересные. Вот Загир вот тому тоже хочет вам рассказать. Зушадя чи
Мухманача затану чпи опит харчахкала з Абхаза, чпи хики хазур зата назиму. Зони кахкала з садя нубаракуракези хзан рисуар, чу хзан потоли шамише за исанарио. Чина вириха бур потоли изадя, кучи колер вирида шадлер хура, берека шадбул хура. Зан кез вирики Аллах деверди абуркара хамира, закез лучата чебубара афнияхи цикта задята хаткал хуцатемико. Гил хуз гари тарилиша уксуз вехан ки шеве та шеве педри тарилиша арзу сторонник то шахти колахри. За хемиша де кутазади афниярцик чебубари рецептор. Кая делишна сани ража задя судлитрицис югуна даже чебубари гони зато шира хак просто хаисиз хезатира блахтлака чурцис вехена гэл ктун вирише кутазавол шиит қалар хапишер вишнири смороднари серкер вири лазим шер или сади хакаият хадал جناتيك دزبعت بودي قودي كف تول خال هاد لاقق شداول أخبا كف أجبني لقد كيتي دالا إتيك نرشي قلبا كريشكا إتيك زو ما زوجي ده تشيك علي زتابر سقوس فور كختيان لهود زاز حقو كوسني جزاديا يك إن جزاتش لهود صد لتريتيز بول بوكا وهل كجي داشن هنون كنيشن بوكا إختي دوست خالكوت إختي 600 جرام دي بروار خالي صنزور كيلو دي Хафниянок сожа задел. Конечно, гезони есть хаигари тарилишан кибор, но хабурла хачибубари рецепт намного ксо задел, ями же задел. Мад с рецепт клахи закез, ода помидорар ктяши дахти вахтуда за помидорар, афнияр, келебар, болгарский стил, куда стил тар, вириса садактуно, но расол хахамия, хацуд литрицис, аны полбока вихенва. Лак сожа задха рецептни сашму цифер хақи витар абрилиша бокарла хактор и вирисанол ктор борнук созадя Зазлузгоз афнирика афниярня циктозво амизо свежий афнияр кацу за свежий афнияр на клюна фарфалагаруна от она жарит садя ахпор Габрса чуть-чуть жарит хайволди вяз лук, потом туда морковь кладу, свежие огурцы, да, зеленые, да, жарю я, и кладу это, ну 2-3 картошники тоже фарфалагархизмнат, она вязу габурн жартиз, картоф уже хаила, уже сварится хайволди, захочу под помидор, клюн вязу, хамелязу помидор виняла. А эльди курица, я жарю отдельно курицу, мясо с луком. И это тоже заправляю все вместе. А после этого я кладу молотая корица на щепотку чуть-чуть. И такой вкусный запах, и это очень вкусное блюдо вообще. Я так делаю. Даже делаю варенье из огурцов. А режу пополам и узкими дольками. Длинными такими, ну, эти кубики чуть-чуть подлиннее. И варю варенье из огурцов. Очень вкусно. Вот знаете, какой запах тянучий, свежий получается. А песок Песок кило. Да, килограмм. А ром и медом, как будто медки с Ну, я пробовала помидорка. Помидорка не садят. На фнирика вот попробуйте, вот очень вам понравится. Я вспомнила детство в Баку, и в детстве мама нам просто варила морковки и чуть-чуть сахар добавляла, и мы ели как конфеты. Тогда было такое, Вода была вспомнилось. такая вкусная, даже пили очищенную морковь. Да, очищенная морковка это была. И варили, да? Варили, и чуть песок туда добавлялось, и вот так вот и ели. Девчата, как заметили, у нас к этому мероприятию вот книжная выставка, называется «Заготовки на зиму». Сейчас про нашу выставку вам скажет наша заведующая отделом абонемент Бабаханова Рузанна. И в заключение мероприятия я хотела вас познакомить с нашей книжной выставкой.
У нас представлены вот многие книжки «Помощь хозяйкам». И любой желающий может взять любой понравившийся рецепт в свой кулинарный список. У нас вот разные книжки, много тут рецептов у нас и много домашних заготовок на зиму. Дорогие женщины, этот клуб создавался именно для женщин, для хозяек, чтобы не только домом, они домом занимаются и на работу успевают, чтобы хоть немножко на часок отдохнули за чашкой чая. У нас девиз нашего клуба «Не скучай, твори, общайся». Поэтому мы всегда рады вас встретить. И возраст не имеет значения у нас. Женщины, девушки, невестки, там, пожалуйста. И, пожалуйста, наша литература любая. Тема у нас все время меняется. Даже иногда у нас приглашенные гости подсказывают новую тему. Бывает и такое. Мы уже готовимся к новой теме. Мы всегда будем рады вас встретить у себя в гостях в библиотеке. У нас много периодики по любой теме, много литературы разнообразной. У нас много здесь в Центральной районной библиотеке отделов. Еще раз вас всех я хочу поздравить с этим праздником. Конечно, много для семьи делает женщина. Хоть работа не видна, она должна везде успеть. И дома, и на работе. Я вам всем желаю еще раз всего самого хорошего, радостного настроения, оптимизма, крепкой семьи и всего самого хорошего вам. Поздравляю вас. Спасибо.